2 месяца назад мы опубликовали расследование о таджикско-кыргызском конфликте. Если вы его не видели, можете посмотреть по ссылке в описании и вернуться сюда. Через месяц после выхода расследования нам пришел ответ от таджикистанского СМИ Азда.ру. Позиционируют они себя как центральноазиатская СМИ. Всем привет! С вами Болот Темиров и вы на канале Темиров Лайф. И сейчас мы расскажем и покажем, в чем не правы Азда.ру. Азда.ру для аргументации использует карту Генштаба СССР 1976 года. А все потому, что место, где таджикские военные заняли позицию, является спорной территорией. И там линия границы еще не определена. По позднесоветским картам вся территория принадлежит Таджикистану. Действительно, мы видим, что территория села Максат принадлежит Таджикистану, но это откровенная манипуляция. Ведь карты с того времени менялись не раз. К тому же военные карты предназначены не для выявления точных границ, а для других нужд. При этом они забывают сказать, что по той же карте таджикистанские села Маданият и Салкан находятся западнее Максата, указаны как территории Кыргызстана. Кыргызский командир, который снимал видео, четко дает приказ своим солдатам обстреливать дома. Это слышно на видео. Азда.ру показывает, как кыргызстанский командир отдал команду открыть огонь по жилому дому. Но забывают, что таджикистанские военные, которые пришли на переговоры с разным вооружением, открыли огонь по пограничникам Кыргызстана. А после, когда по ним открыли ответный огонь, они скрылись в этом самом жилом доме. К тому же Азда.ру показывает этот дом как место дислокации таджикистанских военных. Здесь, на карте, красным мы обозначили места, где стоят кыргызские военные, а синими – места дислокации таджикских военных. То есть ключевым моментом в этой ситуации была не стрельба в жилой дом, а ответ военных Кыргызстана на стрельбу в их сторону со стороны военных Таджикистана. То впритык к этому мосту расположена небольшая застава таджикских военных. И для того, чтобы подойти к мосту к киргизским солдатам, сначала необходимо было ликвидировать таджикских военных. На этих кадрах киргизские бойцы как раз это пытаются сделать. Азда.ру показывает, что БМП Кыргызстана обстреливает погранзаставу Таджикистана. Но на ролике видно, как снаряды выстрелов БМП попадают в гору напротив, на которой был расположен минометный расчет, а погранзастава Таджикистана, которую указала Азда.ру, находится под горой. Азда.ру манипулирует радиусом и вектором стрельбы на карте, ведь мы прекрасно видим, что с позиции БМП погранзастава не просматривается. Далее нужно отметить, что после этих событий в 400 метрах от кыргызского БМП находился гранатометчик, который стрелял в сторону жилых домов села Доступ. Эта же группа направилась ко второму мосту близ уже кишлака Чорбок. Также Азда.ру утверждает, что в задачу БМП Кыргызстана помимо расстрела погранзаставы входило разрушение моста под этой самой заставой. Но где доказательства таких утверждений? Откуда Азда.ру берут такую информацию? Азда.ру утверждает, что спецназ Таджикистана выбрал эту локацию для того, чтобы контролировать погранзаставу Кыргызстана. Таджикские военные выбрали именно эту локацию. Нет, не для обстрела поселка Интернационал, как утверждает Болот Темиров, а для того, чтобы заблокировать кыргызскую пограничную заставу. Допустим. Но почему тогда в 500 метрах от места расположения таджикского спецназа был обстрел жилых домов села Интернационал, а также обстрел гражданских машин, в одной из которых погибли 2 мужчин? При этом позже за трупами на место приехал глава села Интернационал, и его взяли в плен. Здесь начинается самое интересное. Журналистка Азда.ру подтверждает, что Мадина погибла от минометного обстрела, но при этом защищает таджикистанских военных, аргументируя защиту тем, что на видео со спецназовцами Таджикистана у них нет миномета. Девочка погибла от осколков 82-миллиметрового минометного снаряда. Мы внимательно посмотрели ролик с таджикскими спецназовцами. У них в арсенале не было минометов. Начнем с того, что в конфликте участвовали не только спецназ подразделения Таджикистана, но и пограничные войска. При том, что на видео со спецназом миномету быть и не обязательно. Мы также нашли постановление правительства Казахстана, где подтверждается поставки снарядов для 82-миллиметровых минометов в Таджикистан. Дальность стрельбы такого миномета 3 километра.
А теперь серьезно. 28 апреля после провокации с установкой камер власти обеих стран самоустранились. Власти Таджикистана сослались на отказ главы Исфаринского района убрать камеру. В тоталитарном Таджикистане такое неподчинение и без ведома властей практически невозможно. Устранилась и кыргызская власть. Жители приграничных сел и той, и другой стороны говорят о том, что они договорились о разборках на Головном. Если 28 апреля, возможно, все было спонтанно, то 29 апреля уже нет. И даже в социальных сетях мы видим призывы собраться у гостиницы и поехать на помощь жителям Ходжайло. Жители Баткенского района говорят о том, что все уже знали о предстоящем конфликте и ехали на Головной по предварительной договоренности. Факт остается фактом. Есть множество видеоподтверждений, указывающих на то, что огонь был открыт с таджикистанской стороны, что помимо камней у гражданских со стороны Таджикистана были охотничьи ружья. Особо горячие головы в этом нашем утверждении видят оскорбление всего народа. По данным из социальных сетей, первая стрельба из охотничьих ружей началась в 12:30. Через час в Головном стреляли уже из разных видов огнестрельного и артиллерийского оружия, в том числе и минометов. И лишь к половине 10-го вечера страны пришли к соглашению о прекращении огня. Ну и после этого конфликт не прекратился. Причем доказательства того, кто первым выстрелил, не самое важное. Важно то, что все это происходило с отстраненного дозволения властей обеих стран. Когда власти не хотят и не могут вести переговоры, будут умирать люди. Команда Темиров Лайв продолжит изучать баткенский конфликт и искать ответы на все вопросы, чтобы власти не манипулировали своим населением и не натравливали их друг на друга.